Впечатляет и масштаб, и скорость. В новой туристической истории Сочи Montera Sea View Residence – самый крупный строящийся объект. Это элитный комплекс с клубными резиденциями на побережье Черного моря, который будет включать в себя 5-звездочный отель на 400 номеров с высочайшим уровнем сервиса. Меньше чем за год, получается, было возведено 7 зданий общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. На данный момент мы видим, уже отделочные работы ведутся, все монолитные работы закончены на 100%. Это заняло чуть больше года. На таких объектах главная задача проектировщиков – совместить современные архитектурные решения и уникальный природный ландшафт, сохранив экологическую ценность. Такая же концепция будет применяться к проекту «Москва-резорт» в Пицунде. Важно отметить, что мы планируем работать с поставщиками материалов и с подрядчиками из Абхазии. В идеале нам бы хотелось, чтобы все потребности проекта были закрыты местными контрагентами. Мы уже провели ряд рабочих встреч и остались довольны и объемами, и качеством производимых материалов представителями строительной отрасли республики. И если Москва-резорт – будущее туризма, то курорт Красная Поляна – его настоящее. Всесезонный горный курорт развлечений с посещаемостью 1,2 миллиона человек в год – один из самых успешных проектов. Около 30 студентов и преподавателей Сухумского государственного колледжа на выезде постигают науку гостеприимства. Мы рассчитываем на то, что наши студенты познакомятся с инфраструктурой курорта, увидят те современные отели, которые есть на территории курорта, увидят наши сервисы, поймут высокий уровень стандартов сервиса и гостеприимства и дальше, соответственно, смогут здесь попробовать свои силы. Мы предоставим им возможность у нас поработать, и в перспективе, когда Montera построит отель в Абхазии, у студентов будет возможность устроиться на работу там, уже имея тот опыт и тот профессиональный уровень, который здесь они получат. Инфраструктура курорта Красная Поляна включает в себя отели мировых брендов. Студенты направления «Гостиничный сервис» секреты опытных ательеров узнали из первых уст, какие требования нужно соблюдать и из каких мелочей складывается высокий сервис. К слову, загрузка известных отелей «Риксос» и «Мариот», которые тоже вошли в программу посещения, на новогодние праздники уже приближается к 100%. Это значит, что гости высоко ценят такой отдых. Оценили уровень и студенты. Если честно, я такого не ожидала. Очень все понравилось. Все очень чисто, аккуратно, очень добросовестные люди. Вообще, ожидания, я не думала, что настолько все будет круто. Направление «Гостиничный сервис» при Сухумском колледже существует уже больше 20 лет. Здесь выпускают менеджеров среднего звена. Когда нам предложили, чтобы мы приехали на Красную Поляну, посмотреть, и что здесь могут наши студенты стажироваться, нам, конечно, это очень понравилось, потому что у нас как раз только начала строиться Москва-резорт, гостиница 5 звезд. И чтобы наши местные ребята там работали, им, конечно, нужна практика. И даже практика – это не единственный плюс сотрудничества. Помимо возможности стажироваться в лучших отелях, студенты могут получить неплохой карьерный рост. Хороший пример карьерного роста бэк-офиса – это повар, который когда-то пришел к нам в 2014 году, и на сегодняшний день он работает в нашей компании, в нашем отеле, и сегодня занимает позицию старшего сous-шефа, а это номер 2 после бренд-шефа. И еще один пример фронт-офиса – это нынешний руководитель службы приема и размещения Кортьерда. Когда-то она пришла в наш отель администратором, прошла действительно все ступени роста в фронт-офиса. Тенгиз Лолуа на курорте работает уже больше 10 лет. Он руководит департаментом эксплуатации объектов горнолыжного комплекса. Проще говоря, отвечает за безопасность канатных дорог, работу лавинной и спасательной служб, инженерную защиту территории. Он не раз общался со студентами из родной Абхазии. Говорит, возможности для хорошей работы здесь есть. Все опять же зависит от человека. Какой у него настрой, какое у него желание, да, какие знания прежде всего. Какое общение с людьми. Все это играет большую роль в его продвижении, стремление продвигаться.
опять же, все от человека зависит. Но здесь есть возможности эти. Вот самое главное, что здесь эти возможности есть. Информация к размышлению принята. Стоит отметить, что это уже второй визит студентов из Абхазии. В начале декабря приезжала делегация из Абхазского государственного университета. Как показала практика, многие из них всерьез задумались о своем дальнейшем профессиональном будущем. Эсма Голандзе, Абхазское телевидение.